Кандидатура, я думаю, достойна, история его работы достойна. Это очень важно. Знаком с ситуацией в регионе, проблемы для него близки и понятны. Харон Цароев назначен гендиректором «Газпром» Межрегионгаз Назрань. Здесь недавно тук-так-тук раздавался стройкий звук. Сад красив со всех сторон, для ребят построен он. «Радуга детства» и «Березка» приняли первых учащихся. 2 детских сада по нацпроекту «Демография» открыли в Сунже. Масочный режим обязательно, маска, шхалит. 78 новых случаев с коронавирусом за сутки. Статистика не снижается, а рейды Роспотребнадзора учащаются, напоминая об обязательности масочного режима. Холода чуть настали, да, уже они начали менять колеса. Липучка или шипы – неважно. Главное – сезонная резина. Время переобуть авто. Ажиотаж на вулканизациях вызван первым снегом, а инспекторы ГИБДД вышли в рейд. В этом году Ингушетия заявила участников по 5 компетенциям. Одна из них – учитель начальных классов. 1000 участников, 83 региона и 77 компетенций. В регионе проходит национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Обилимпикс». На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Сегодня главе Ингушетии представили назначенного решением Совета директоров нового гендиректора «Газпром» Межрегионгаз Назрань Харона Цароева. Во встрече принимали участие начальник управления «Газпром» Межрегионгаз по корпоративной защите Сергей Нечталюк и зампредседателя правительства республики Тимур Фатахов. Глава региона отметил налаженное взаимодействие с газовыми компаниями, успешную реализацию планов по газификации региона, снижению задолженности потребителей газа. Махмуд Али Калиматов выразил надежду на продолжение сотрудничества, а также наметил перед новым руководством компании конкретные меры по решению существующих проблем. Харон Бисолтович хорошо знаком с ситуацией в регионе, проблемы для него близки и понятны. Необходимо продолжить работу по развитию газовой отрасли региона. Хочу подчеркнуть вопрос безопасности. На это нужно обратить особое внимание. Культура потребления газа и использования газового оборудования у населения на низком уровне. Поэтому надо способствовать повышению степени осведомленности людей в этих вопросах. Тем более с началом отопительного сезона риск несчастных случаев, связанных с эксплуатацией оборудования, увеличивается в разы. Прошу проанализировать эту тему и выработать механизм ее решения, который будет принят каждым, сказал глава Ингушетии. Харон Цароев приступил к своим обязанностям 18 ноября. В газовой отрасли он работает более 8 лет. Кандидатура, я думаю, достойна, история его работы достойна. Это очень важно, потому что сегодня там есть докладная, я просил бы его ознакомить, которую составлял в части газового хозяйства в целом Фурсов Олег Борисович, первый вице-премьер. Там есть те нюансы, которые надо было учесть, ознакомиться, посоветоваться с руководством, потому что там те упущения, там и алгоритм действий, которые необходимо было бы, чтобы вы пошли бы навстречу где-то помогли. Работы очень много. Работы в той части, ту работу, которую Межрегионгаз сам-то ведет, но есть одна вещь. Платежи, мы способствуем этому всеми. Бюджет, по-моему, мы почти закрыли. Я имею в виду бюджетные все организации у нас. Физлица, юрлица, это уже надо. Не проблема, мы ее будем решать. И безопасность, подключение незаконное. И я вчера был в Сунже, я сам смотрю, прям еду по улице и смотрю, там где-то обрезали, а где-то дальше, вы ему отрезали, а у него дальше резиновый шланг. То есть культуры потребления газа, оно на низком уровне населения.
Сразу 2 детских сада распахнули свои двери для сотен маленьких жителей Сунжи. Там сегодня состоялось торжественное открытие объектов дошкольного образования. Каждый детский сад рассчитан на 220 малышей. Их построили в рамках национального проекта «Демография». Праздник с детьми и их родителями разделил глава Ингушетии Махмут Али Калиматов. Все подробности в репортаже Амины Боковой. В Сунже сегодня двойной праздник. Сразу 2 детских сада открыли свои двери для самых маленьких жителей города. Будущие воспитанники садика «Радуга детства» встречают гостей концертной программой. Ребята разучили танцы, подготовили песни и стихотворения. Все они посвящены долгожданному саду. Здесь недавно тук-так-тук раздавался стройкий звук. Сад красив со всех сторон, для ребят построен он. Мамы за руку сегодня привели нас в детский сад. И сегодня ребятишек в детский садик встретить рад. С самыми маленькими этот праздник разделяют и почетные взрослые. Глава Ингушетии Махмут Али Калиматов поздравил горожан с новым дошкольным учреждением и отметил, что доступность дошкольного образования для детей является одной из приоритетных задач, поставленных президентом в России Владимиром Путиным. Сегодня мы открываем в этом году 4 уже, да? 4-й уже детский сад. И знаете, какое счастье смотреть на воспитанников детского сада. Вы знаете, самое главное, что через 10 лет или сколько-то еще у вас будут воспоминания, когда все вы вместе, сидящие здесь, будете смотреть фотографии и вспоминать свое детство. Это настолько счастливый момент, что в теплом сегодня, раньше, я насколько помню, было в Сунжском районе 2 детских сада, я веду в столице. Представляете, сегодня мы открываем такие прекрасные, теплые, светлые здания, которые нам сегодня финансово около 160 миллионов рублей нам выделили для того, чтобы построить детский сад на 220 детей. Я рад видеть, я так понимаю, воспитатели, директор детского сада. Вы вложите всю свою душу в этих детей, все свои знания детям. Яркое здание, красивая мебель, разноцветные стены со знакомыми персонажами мультфильмов. «Радуга детства» полностью оправдывает свое название. Детский сад рассчитан на 220 мест. Здесь предусмотрели все необходимое. Аудитории для групповых занятий, комнаты для сна и отдыха, физкультурные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок. Все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов. Ну а главная гордость – опытные воспитатели. Роза Паланкоева – преподаватель ИЗО, племянница народного художника Ингушетии Мурада Паланкоева. Собственноручно девушка украсила стены в детском саду. Ей уже не терпится поделиться опытом и знаниями с малышами. Я работала в школе преподавателем изобразительного искусства. Я оформляю также детские сады, школы, госучреждения. Я сама художник и, соответственно, надеюсь, научить детей тоже творчеству. У нас будет кабинет творчества и также будут разные виды изобразительного искусства. Это лепка, аппликация, письмо, рисование. Это далеко не все удобства, созданные для ребят. В скором времени здесь появится и шахматный класс. Также ребят будут учить языкам. Я планирую открыть кружок английского языка. Обязательно они будут изучать свой родной язык. Тоже будет кружок изучения родного языка. Я думаю, именно на это сейчас больше акцентируют, потому что свой родной язык дети должны знать все. В торжественной обстановке в Сунже открыли и детский сад «Березка». Он также рассчитан на 220 мест. Махмут Али Калиматов отметил, что с открытием 2 объектов дошкольного образования республика стала ближе к решению проблемы с очередностью в детские сады. В настоящее время количество очередников в Ингушетии составляет более 5000 человек. Далее глава республики осмотрел условия нового дошкольного учреждения.
Читали? И что закончили? А у вас? Закончила колледж, гуманитарный колледж, преподавание начального класса. Начальный класс, да? Ну, вот вы знаете, что преподаватель, да? Пищеблок, медпункт, просторные спальни и кабинеты. Глава региона отметил хорошее состояние и оснащение детского сада. А самое главное, новым учреждением виновники торжества дети очень довольны. Особенно их радует дизайн здания. В двухэтажном здании детского сада создана вся необходимая инфраструктура для всестороннего развития малышей. Игровые комнаты, спальни, пищеблок, классы занятий танцами, изобразительным искусством, спортзал. Правда, сегодня в кружках и кабинетах пусто из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Большинство ребят остались дома. Точная дата, когда дети начнут заниматься в саду, пока неизвестно. Все зависит от эпидемиологической ситуации в республике. Напомню, что до конца 2020 года в Ингушетии дошкольные учреждения общей проектной мощностью более 2000 посадочных мест откроются в Назране, Карабулаке, Гамурзиево, Плиево и Али-Юрте. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. Страшная авария произошла сегодня утром в сельском поселении Нижние Очелуки. 2 погибших и пострадавших, в числе которых и маленький ребенок. ДТП произошло на улице Шоссейная примерно в 8:30. По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством марки Mercedes-Benz, в нетрезвом состоянии совершил столкновение с автомобилем марки BMW, в которой передвигались 4 членов семьи Картоевых. 2 из них погибли на месте, включая 2-годовалого ребенка. Остальные были доставлены в Малгобекскую ЦРБ. В результате данного ДТП пассажиры и водитель данного транспортного средства БМВ были доставлены в РКБ города Малгобек. К сожалению, 59-летний пассажир и 2-годовалый ребенок скончались при доставлении в отделение города Малгобек. По данному факту проводится проверка. 78 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионе за сутки. Статистика во многом зависит от отношения к мерам защиты. Обезопасить себя и своих близких от ковид на самом деле несложно. Носить маску и перчатки, соблюдать дистанцию под силу каждому. Но до сих пор немало тех, кто пренебрегает элементарными мерами. Нарушителей масочного режима в общественных местах выявляют специалисты Роспотребнадзора. Об итогах рейда материал нашего корреспондента. Масочный режим обязательно, маски, шхалитлыш. Рейдовое мероприятие сотрудников Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима в общественных местах начинается с нового автовокзала. Те, кто за рулем, хорошо понимают, что здесь, на месте сосредоточения иногородних рейсов, риск заразиться ковид велик. Да и внушительные штрафы можно схлопотать за несоблюдение простых рекомендаций. В первую очередь маски еще. Обязательно. Есть, садись, нету, покупай. С пониманием относится? Да, с пониманием. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что здесь устранены нарушения, которые были выявлены во время их прошлой инспекции. В автовокзале не было этих разметок, указывающих на социальную дистанцию 1,5–2 метров. Объявление для пассажиров, что они без масок в автотранспорт не допускают. И самих кассиров мы предупредили, чтобы они при продаже билетов предупреждали людей, что без масок. Они на транспорте, водители уже предупреждены, что на транспорт их не будут сажать. И при необходимости они могли на кассе приобрести эту маску. Улица Муталиева – одна из самых оживленных и центральных в городе. Здесь расположено множество супермаркетов, магазинов и торговых центров. Соблюдаются ли здесь меры против распространения коронавирусной инфекции, становится ясно уже при входе. Не в сумке надо держать, на лице. Минут 25. И маски или алдец обязательно, без масок, не обслуживаемые. Соответствующее объявление и ваш там удал разметки социальной дистанции. Но они уже обновить те в любом случае. Наха ходу антисептик, ездить запасы латти.
Сотрудники Роспотребнадзора фиксируют в некоторых магазинах полное игнорирование простых рекомендаций. О средствах индивидуальной защиты и о таком понятии, как социальная дистанция, продавцы слышат в первый раз. Ну а где-то маски и антисептики присутствуют в торговых павильонах просто для декора. И тем не менее, по словам Яхьи Шадиева, к мерам против ковида предприниматели относятся с большим пониманием, чем раньше. Да, в основном люди соблюдают, но попадаются такие, как, к сожалению, торговые точки, которые не соблюдают этот масочный режим. Как мы уже отмечали, в отношении них уже будут возбуждаться дела об административном правонарушении, привлекать их к административной ответственности обязательно. И после этого будет выдавать им предписание на устранение выявленных нарушений. Заходим, да, эти маски они держат в карманах, там, на прилавке, но не на лице. Вот такого рода нарушения, которые... И мы говорим, у них есть наличие, но они их не надели. При нашей проверке мы видим, да, у них отсутствует. Из-за этого мы будем их привлекать. Завершая рейдовое мероприятие, сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание и на этот торговый центр. Есть памятка безопасности в условиях эпидситуации. Все покупатели здесь в масках, как и, впрочем, и продавцы, которые и сами призывают беречь себя и не подвергать опасности заражения окружающих. Рейдовые мероприятия на предмет соблюдения простых мер против распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, магазинах и торговых точках сотрудники Роспотребнадзора планируют проводить ежедневно. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Рамзан Зурабов. Новости 24. На выплаты медикам Ингушетии за работу с больными COVID-19 выделено 108 миллионов рублей. Эта сумма не является частью заработной платы и будет вводиться взамен ранее действовавших федеральных стимулирующих выплат. Их размер будет зависеть от категории, к которой относится работник, и вида оказываемой им помощи. Также выплаты предусмотрены медицинским работникам патологоанатомических бюро и отделений, а также водителям скорой медицинской помощи. Специальные соцвыплаты будут осуществляться с декабря текущего года до конца 2021 года. Первый снег выпал в регионе. Для одних повод для поздравлений и возможность поиграть в снежки, а для других сигнал к усиленной работе. Столичные коммунальщики встретили осадки в полной уборочной готовности. К расчистке улиц Магаса службы ЖКХ приступили с утра. С какими сложностями они столкнулись, узнал Зелимхан Калуев. Первый снег проверил коммунальщиков на готовность к зиме. С осадками, выпавшими накануне, судя по чистым дорогам, справились отлично. Понятно, что это был легкий разогрев перед грядущей непогодой. Они заступили на службу с 4 утра. 8 единиц техники расчищали столичные улицы, чтобы не случился снежный коллапс. Снег и зима для коммунальщиков – сезонная головная боль. К сюрпризам погоды сотрудники ЖКХ Магаса оказались готовы. Закупили заранее 150 кубов песчано-соляной смеси и вывели всю тяжелую спецтехнику, которая даже сейчас стоит на боевом посту. Ее также перевели на зимний режим. Бог хабиби жмалас, проблем шандас пока. Allah что погода, валахли, что хамдиш хамхандас, но что бордюр штихер дesa Allah хамдацане полностью город хацане ден, то погода хадия Бог. Солнце хоть и светит обманчиво ярко, но на улице все же ощутимый минус. Снег пока не подтаял. Вот уж кто действительно рад осадкам и зиме, так это детвора. Снег они обожают, и видно, что успели соскучиться по детским шалостям. Утеплились и собрали целый ящик с боеприпасами. Снежка лоза, да. Духмуляи аж так снежинка. Таищен запас. Есть такой есть. Посходите зима. Хэт. Чего посходит? Битва началась. Спасайся, кто может. Детской непосредственности остается только завидовать. Но мы-то знаем, это только начало марафона снежного настроения перед надвигающейся зимой. Так же, как и дети радуются снегу, и сами же взрослые. Вот, например, мы с оператором. Снега, конечно, выпало мало, но расстраиваться не стоит. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и в четверг. А сезон снежков объявляется открытым. Зелимхан Калуев, Магомед Белакиев. Новости 24.
МВД России утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС. Нововведения предполагают наличие надписи «Водительское удостоверение» на 3 языках в верхней части лицевой стороны документа. В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя, лошадиных силах и таможенных ограничениях. Ну а с 1 декабря легковые автомобили необходимо переобуть в зимнюю резину. Таково требование закона. К сожалению, его исполняют не все водители. С теми, кто еще не вооружился зимними шинами, профилактические беседы проводят инспекторы ГИБДД. Очередной рейд прошел в Назрани. Автолюбителям рассказали, чем опасна езда на несезонной резине. Подробности в сюжете. Ассаламу алейкум. С первой снегой вас! С первой морозой! Снег как отправная точка для большинства автолюбителей. Именно с наступлением морозов они задумываются о своей ласточке и ее способности удержаться на льду. Магомед Пошев к техобслуживанию относится серьезно. Машину переобувает заблаговременно. Рядом с бывшим зданием Таймах ажиотаж. Это очередь к шиномонтажной мастерской. Звук электробаллонного ключа разносится по всей округе. Аптечаней – владелец мастерской и по совместительству ее же работник. Еле успевает обслужить всех клиентов. С первым снегом сегодня они начали, а так люди уже месяц как меняют колеса. Холода чуть настали, да, уже они начали менять колеса. Сегодня чуть активнее они работают. А тех, кто еще не успел поменять шины своих авто, сотрудники ГИБДД предупреждают о возможной опасности на дорогах. Однако рейд по зимней резине сегодня больше профилактический. В связи с изменением погодных условий, пожалуйста, своевременно переобуйте свою машину во избежание дорожно-транспортных происшествий. Хорошо? И соблюдайте скоростной режим. Рейд показал, что 70% машин на зимней резине. Это говорит о сознательности граждан. Такая предусмотрительность значительно снизит вероятность дорожно-транспортных происшествий во время гололеда. Однако есть и те, кто умудряется ездить на летней резине. Один из таких выявлен через 10 минут после начала рейда. Ахмед Магушков рассказывает, что и сам уже давно планировал поменять шины на шипучки. Между тем, с 1 декабря такие манипуляции нужно будет производить в обязательном порядке. Этого требует техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. Эксплуатация машин без зимней резины в декабре, январе и феврале запрещается. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, своевременная замена резины – это в первую очередь безопасность самих водителей. Уважаемые жители нашей республики, сотрудники госавтоинспекции в связи с изменением погодных условий обращаются ко всем автолюбителям быть более осторожными и внимательными на дорогах. Причинами дорожно-транспортных происшествий в межсезонье становится выбор скорости, а также выбор дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Избежать аварии вам поможет своевременная смена шин. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что своевременную смену шин необходимо произвести тогда, когда температура градусов приближается к нулю. С заменой шин меняется и стиль вождения. Средняя скорость в это время года снижается минимум на 20%. А вот дистанция между автомобилями увеличивается вдвое. Так что тянуть резину с переобувкой авто не стоит. Тамара Хшагульгова, Адам Гулоев, Асхат Белакиев. Новости 24. Тысячи участников, 83 региона и 77 компетенций. В регионе проходит 6-й национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями «Обилимпикс». Сегодня первый соревновательный день. Площадкой для выполнения заданий выбрали Назрановский колледж сервиса и быта. Кто и в каких компетенциях представляет Ингушетию, расскажет Хава Газикова.
Последний национальный чемпионат Обилимпикс впервые проходит дистанционно. В этом году Ингушетия заявила участников по 5 компетенциям. Одна из них – учитель начальных классов. За 1,5 часа участница готовится на заданную тему, а далее за полчаса дает урок. Снимать внутри во время проведения экзамена строго запрещено. Присутствовать помимо самого участника может лишь эксперт площадки и специалист, отвечающий за техническую часть. Айшат Чехкиева волнуется перед началом чемпионата. В конкурсе, как и все другие, она участвует впервые. Мне сказали, что будет урок русского языка 4 класс, получение новых знаний. И я готовилась дома, взяла учебники 4 класса, посмотрела все темы. Также в интернете смотрела, как провести урок русского языка. И так и подготовилась. Тем временем, пока Айшат приступает к выполнению задания и презентует свои навыки преподавания жюри, Зарема Сакалова уже прошла финишную черту. Ее направление – медицинский социальный уход. Перед началом эксперты внесли 30% изменений, так что без сюрпризов не обошлось. Однако Зарему это никак не застало врасплох. В своих силах она была уверена. Готовились мы тщательно, отрабатывали каждый момент. Нам изначально мы думали, что будет около 40 минут, а так как час, мы пытались уложиться в нужное нам время. По итогу вышло так, что у нас время осталось запас еще около 10 минут. Все мы разные, но права у нас равные. Девиз Обилимпикса 2020. И неспроста. Чтобы в прозрачности чемпионата никто не сомневался, за эфиром следят эксперты. Их задача на площадке – это составление протоколов в случае нарушений и оформление документации. Фирдоус Аушева поделилась, что сложнее для конкурсантов по ее наблюдениям отвечать дистанционно. Таких грубых замечаний нет, но волнение сказывалось. Что-то по мелочам она не договорила. Но это было очень... Такие несколько моментов только было. Но я, можно сказать, довольна сегодняшним выступлением. Как там нас оценит, это одному Богу известно. Всего в чемпионате по России участвует больше 11 тысяч человек. Регион представляет 5 отобранных участников по разным направлениям. Это туризм, массажисты и бисероплетение. В общем, остаются лучшие из лучших. Участники от 14 до 65 лет показывают свои профессиональные навыки. И они здесь самореализовываются. Дальше они могут продолжить обучение или трудоустройство, в зависимости от их выбора. Ингушетия присоединилась к движению Обилимпикс в 2018-м. В первый же год участия представитель нашего региона занял 1-е место по направлению туризм. Организаторы надеются, что и сейчас участники от республики возьмут призовые места. Конечно, в предыдущий год было больше людей у нас, а в этом году, так как запреты, количество людей ограничено, поэтому график был сделан так, чтобы участников было поменьше на площадке, имеется в виду участников мы разбили 10 компетенций, 3 компетенции, по 3 компетенции, чтобы количество прибывших в наш колледж было поменьше. Узнать результаты участники конкурса смогут уже 29 ноября, в последний день национального чемпионата. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24. Рособорнадзор не планирует пока никаких изменений в механизме проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Исключением является итоговое сочинение для выпускников 11 классов. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. А в случае сохранения нынешней эпидситуации решения о проведении единого государственного экзамена будут приниматься ближе к весне. Напомню, в текущем году ЕГЭ сдавали только те школьники, которые хотели поступать в высшие учебные заведения. При этом сдавать им приходилось только профильные предметы, остальные же, включая обязательный русский язык и математику, выставлялись в аттестат на основе годовых оценок. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.